Без тебя не обходится ни одно событие в стране. Ты несешь в себе историю своих родных, историю наших героев и побед. К тебе тянутся люди, потому что ты пример для многих. Потому что с тобой можно узнать что-то новое о нашей стране, о нашем великом прошлом и грандиозном будущем. Потому что тебе не нужен повод, чтобы помочь ветерану. Не нужен повод быть патриотом. Мы гордимся тобой. Мы любим тебя. Ты настоящий волонтер Победы. Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин. Сегодня у нас в гостях волонтер Победы Мария Егоровна Емельянова. Вот волонтерство для вас это уже жизнь. Наша организация общественная. Мы работаем по своей доброй воле. Комитет солдатской матерей республики. Со времен Чечни я начала свою работу. У нас есть офис, площадь Ленина 30, за Лениным, 418 кабинет. Очень многие приходят. Это дом правительства номер 2? Да, 4-й этаж. Мы находимся под патронатом Министерства молодежи. Суть комитета солдатских матерей, вот суть ее работы практически не поменялась со времен Чеченской войны. Только ваш опыт, да, потому что вы тогда наработали большой опыт. Да. Теперь специальная военная операция. Ну, суть работы, наверное, не поменялась. Не поменялось. То, что было, и сейчас есть. Но опыт у нас очень большой. В будущем году, в 26-м году, нашему комитету исполняется 35 лет работы. И вот за эти годы мы знакомились со всеми командирами войсковых частей, армий, округа и даже Министерства обороны. Сказать, обросли связями, возможностями, ну, по крайней мере, информацию можете узнать, да. По крайней мере, достоверную и иногда даже из первых уст. Как это связана ваша работа с волонтерством Победы? Вот у волонтеров Победы очень много направлений. Молодые работают по одним направлениям, более старшие по другим. Но старики, я так понимаю, у нас серебряный волонтер, это целое движение, и серебряный волонтер, чтобы многие понимали, это уже статус людей, которым больше 55 лет. Да. И вы сами занимаетесь бесчисленные командировки, правильно? Да. И то, куда пускают, так говорят, да? Волонтер – это патриот. И волонтеры Победы, ребята, помогают нашим ветеранам войны, нашим ветеранам тыла, помогают нашим вдовам. Я лично знакома с вдовой, это в Москве, с вдовой Героя Советского Союза Фаиной Викторовной. Я ей, когда приезжаю в Москву, постоянно захожу к ней. Ой, как хорошо, что, Мария, ты приехала, говорит. Мы обо всем разговариваем, про войну разговариваем, про героев разговариваем, да. Социальный работник ходит, но не такое отношение. Она по дому делает то, что нужно, да, а по душам разговоры нету, говорит. Поэтому когда вы приезжаете, я отдыхаю, говорит. Ну это правильно. Пожилой человек, 95 лет. 95 лет, достаточно серьезный возраст. Да. И вот волонтеры Победы занимаются увековечиванием памяти. Мне звонили с Волгограда поисковики. И мне говорят: Мария Егоровна, мы нашли вашего дядю. Он воевал под Сталинградом и без вести пропал. У отца был один брат, и он погиб в войне. Мне звонят, что мы нашли вашего дядю. Поехала сразу в Волгоград. Встретилась там в Совете ветеранов с поисковиками. Оказывается, не мой родной, другой. Оказывается, это Колосов Дмитрий Петрович. Он все-таки наш земляк. Его в Волгограде похоронили на Мамаевом кургане. Мария Егоровна, расскажите о себе хотя бы. Откуда вы и как получилось, что вы волонтерством начали заниматься? Я родилась в многодетной семье. Отец очень рано умер, когда ему было 40 лет. Мама осталась 38 лет с 6 детьми.
Школа начальная была. И кто заканчивает четвертый класс, уезжает в другую школу, да? И Это где? В Мегино-Катгаласском районе. Поселок Тола, Мержахсинский наслег. Маленькая деревня. Мама стала с 6 детьми. Мама была меньше. Самому младшему было 2 годика. Благодаря советской власти мы выросли, отучились. После 4 класса уехали в другие большие школы, средние школы, да, и жили в интернате, учились. Средняя специальная или высшая? Какую И учили? то, и другое. Ну и какая у вас специальность? Первое у меня Якутский сельскохозяйственный техникум я закончила, потом закончила Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения. И по специальности? Экономист. Экономист. Ага. А как так получилось, что с такими специальностями и стали волонтером? Во время Чечни меня Александра Николаевна Маеда попросила, я работала в то время в отделе кадров Сахафильма. И она меня попросила помочь, потому что собрали посылки со всей республики, и надо было ушивать эти посылки. Белой материи не было, но все-таки нашли мы красный материал и ушивали, и через ОМОНовцев отправляли посылки нашим ребятам. И по адресатам они доходили, вот ребята с нашими посылками сфотографировались и отправляли. И вот с тех пор я помогаю вот комитету. Прошло очень много лет. С 2011 года мы ездим по войсковым частям и проводим наш национальный праздник ИСХ. Но это только предлог. Когда из твоей родины кто-то приезжает, Да. ну просто даже поговорить. И вот заходишь, собираешь всех до единого, потому что они между собой не встречаются же. И вот когда мы приезжаем, они встречаются, так рады. Оказывается, ты в нашей части, говорят. Ну, с началом специальной военной операции больше стало забот. Очень много обращений от родителей. Ребята очень много пишут оттуда. Кто сильно ранен, просит приехать, помочь. Мне звонит один раненый. Мария Егоровна, вы когда в Москве приедете? Ну, говори, что нужно. Нет, это не телефонный разговор. Если приедете ко мне, адрес, говорит, приезжайте, пожалуйста. Я вот приехала сразу, с порта поехала к нему, зашла в палату, и мы с ним сидим, разговариваем. Он лежит 1,5 месяца, да, еще операцию не делают. Это было воскресенье. Сидим, разговариваем, заходит женщина, оказывается, она врач, и спрашивает: «О, Саша, к тебе бабушка приехала?» Да? Нет, председатель комитета солдатской матерей республики приехала меня проведать, говорит, да? Мы с ней ни о чем не разговаривали. Я ему говорю: а можно я поговорю с врачом? Нет, не ходите. Нет, не надо, говорит. Ага. А потом на завтра, с утра уже мне звонит: Мария Егоровна, мне обещали сделать операцию в среду. Сделали? А? Сделали? Сделали. А дело шло к тому, что могли ногу отрезать. Все время говорите, были на передовой. А насколько это возможно и насколько это необходимо? Ой, это очень сложно, очень трудно. И когда я приезжаю, вот очень много ребят воюют, которые воевали в Чечне. Очень много ребят, которые, ну, я лично знакома, да? Они говорят: Мария Егоровна, вот вы приехали, наш дух поднялся, дух. Вот увидели своего родного человека. Война, к сожалению, продолжается, но она уже продолжается как победоносная. Да. Я так считаю. Да, мы ждем победу, потому что, когда началась эта, военные говорили, я их спрашивала, когда закончится, да? Они говорили: Егоровна, как мы возьмем Одессу, все, победа будет. Ну, к этому идет. Я надеюсь, что Одесса будет наша, и победа будет тоже наша. Насколько необходимо сейчас не только вера, но и быть волонтером победы, волонтером серебряным, да просто волонтером? Дети Азии, я тоже участвую. Я принимала участие, была волонтером в 4 играх Дети Азии, и мне
в Якутии первой мне дали серебряный знак. Все нормально будет, здоровье позволит, я пойду на 5-е игры. А там, если 5-е игры волонтером участвуешь, дают золотой знак. Что бы вы хотели пожелать в канун Великого Дня Победы? Это долгожданная большая дата. 80 лет победы над фашистской Германией. И надо отметить всех, кто причастен к этой победе, надо отметить их, надо помогать. Волонтеры молодцы, работают. Я присоединяюсь к наставлениям Марии Егоровны. С вами был Олег Желнин. До скорых встреч.